Мясо, 10-килограммовый мешок муки, 5 килограммов сахара, рафинад, подсолнечное масло, крупы и бакалея нескольких сортов, чай, конфеты и финики. 80 таких продуктовых наборов прямо сейчас загружают грузовые машины для раздачи малоимущим жителям Джейрасского района. Сахар раздадут и семьям мобилизованных, а также погибших в ходе проведения специальной военной операции. В благотворительной акции задействованы все без исключения населенные пункты республики и не только. Мехсах проводится уже на протяжении 4 лет, как в священный месяц Рамадан, так и на праздновании Ид-аль-Фитр. В рамках благотворительной акции, приуроченной к поручению главы республики Ингушетия Махмуда Алима Кшариповича, Мехкаса проводится раздача продуктовой помощи для семей малоимущих и семей участников СВО. По всей республике планируется около 3000 таких продуктовой поддержки для семей малоимущих по всей республике, а также в пригородном районе. Хотелось бы поблагодарить главу республики Ингушетия Махмуда Алима Кшариповича за оказание такой серьезной гуманитарной поддержки для малоимущих жителей нашей республики. На месте погрузки скопились десятки машин. Сахар распределяют согласно спискам. И даже спустя час количество грузовых авто у оптового склада не убавляется. Маршрут следования Малгобекский и Джейрасский районы. В организации проведения масштабной благотворительной акции задействованы около 300 человек. У каждого своя миссия. Координирует погрузку и отправку представителя администрации главы и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии. На месте события освещают СМИ. Активную помощь в проведении акции оказывает и добровольческий корпус. Сегодня мы решили подключиться, помочь, принять участие. Мы пригласили около 30 волонтеров. В данный момент тут присутствует 15 волонтеров, а 15 еще в дороге. То есть мы будем заменять и помогать. Работа здесь сложная. Даже если сложная, то приятная работа, потому что мы помогаем нашим людям. Я понимаю, что этими продуктами мы охватим и малоимущих, и семьи мобилизованных военнослужащих. И поэтому мы не теряем время зря. Грузовую машину с продовольствием встречают в Джейрасском районе и сами жители. Али Льянов забирает набор с продовольствием для своей невестки, которая теперь одна воспитывает детей. Если некоторые испытывают трудности из-за отсутствия личного транспорта или не могут забрать сага по состоянию здоровья, то помогают односельчане. Магомед Ярыжев из селения Ляжги подписал контракт с Министерством обороны с первых дней проведения СВО. Сначала краткосрочный, затем на год вернулся из зоны проведения спецоперации всего месяц назад. Скоро вновь возвращаться. Поддержки, его формация, обеспечение, 80 продуктовых наборов будут распределены для жителей всех 5 муниципальных образований Джейрасского района и не только. 80 наборов, которые мы получили, в том числе еще 20 наборов. Это те, которые проживают у нас в Чуби и Болта, там будет роздано тоже 20 наборов. О значимости и пользе сага для мусульманина и важности совершения благих дел, особенно в Рамадан, рассказал имам Джейрасского района Ахмед Цицкиев. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب وزن جال كزك ديني ودنيا شهوخيت فأصدق السنتير ساعد وأقدار وأكون من الصالحين تعديق وخنشار خوج ورسوين تقرن آية دال حقيق تحن ونس سجود دال حاق داس وزن جال دنيا شيوخ وخيت لامز دراس وزن جال دنيا شيوخ وخيت مارقا بدراس حجل دراس ينداس يدين استون ونس سجو ألز دحن فدوه دال شيء وزن جال كزك دنيا شدين ويس ساعد وأقدار تعديق وخنشار خوج ورسوين دال استحاق داس سندا ساعد يقج ونر ديقل دين كان بال يخطو خوش دنيا سجيم اهتو باراتو حم حلد وخو مسدول حما سجلور بيج سجي اهتو باش حما داقنا داق ساخ
ديال إلشن وديال صلى الله عليه وسلم خلصن شيتنا عائشة كانت رضي الله عنها يا عائشة هاي عائشة اتقي نار ولو بشق تمرة أنت جوزنا قيرلا أخر ما ساخن يلي جوزنا لورلي. Благотворительная акция «Мягкосара» продлится 3 дня. 16 апреля продуктовую помощь доставят жителям сел Датых, Галашки, Мужичи, Алкун, Бердюрт, Нестеровская и далее. Ближе к обеденному намазу продуктовые наборы распределят в Сунжу, Карабулак и Троицкое. Цель акции – оказать существенную продуктовую помощь многодетным семьям, пожилым людям и сиротам. Махмуд Али Калиматов призвал всех меценатов подключиться к богоугодному делу и помочь малоимущим. Кроме того, главой Ингушетии подписано распоряжение о создании благоприятных условий для соблюдения верующими священного поста в период месяца Рамадан. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов сократил в республике рабочий день на час. Для владельцев торговых точек и магазинов, реализующих продукты питания, на период священного месяца действует указ не повышать цены на реализуемую продукцию. Для сдерживания цен также в регионе проходят сельхозярмарки. А 20, 21 и 22 апреля руководитель субъекта объявил нерабочими днями в связи с празднованием Мархаш. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.